Инсульта не бывает на пустом месте. Причин на самом деле бывает очень много. Классические доктора с этим ничего не делают. Один из самых вообще потрясающих способов восстановить сосуды. Вот данный сбор нужно пить не менее месяца. К инсульту человек идет годами. И именно это приводит к инсультам. В этом видео мы с вами подробно обсудим признаки инсульта, опаснейшего симптома заболевания, которое на самом деле очень сильно распространено, особенно у нас в нашей стране, особенно среди мужского населения. И, конечно же, обсудим первопричины и что же делать, чтобы у человека инсульта не было. Когда ко мне приходят пациенты на очные онлайн-консультации, многие рассказывают то, что родители пациентов умирают от инсультов и инфарктов. И, конечно же, многие классические доктора с этим ничего не делают. То есть не назначают никаких превентивных мер, чтобы работать с сердечно-сосудистой системой. А между прочим, на первом месте это заболевание сердечно-сосудистой системы. Я уверен, что мое видео поможет большому количеству людей разобраться в данной теме и начать превентивно заботиться о своем здоровье. Заботиться о здоровье сердца и заботиться о состоянии сосудов, главных рек нашего организма. Что же такое инсульт? Инсульт – это закупорка или разрыв сосуда в мозге. Причин на самом деле бывает очень много, есть очень много нюансов. Самые базовые мы сейчас с вами обсудим, которые вы точно должны знать и понимать. Хотелось бы сказать то, что инсульта не бывает на пустом месте. То есть вот многие люди считают, что вот он жил, все вроде было хорошо, и вдруг спонтанный инсульт. Такого не бывает, мои друзья. К инсульту человек идет годами. Весь вопрос заключается в том, что большая часть людей не обследуется, не ходит на анализы, не занимается профилактикой. И это меня больше всего как доктора огорчает. Первая причина инсульта заключается в том, что у человека просто густая кровь. И особенно это касается мужчин. У женщин кровь более текучая, поскольку это связано с тем, что у женщин, во-первых, выделяются эстрогены, а во-вторых, у женщины есть месячный цикл, это влияет все на текучесть крови. Ну и, как правило, женщины ведут более здоровый образ жизни, нежели мужчины, что существенным образом влияет как на состояние крови, так и на состояние сосудов. Поэтому первый главный такой враг человечки – это густая кровь. Что мы с этим должны делать? Обычно всем мужчинам после 45 лет я раз в год назначаю такую простенькую несложную рецептуру из трав, которые обладают кровосжижающим действием. Это такие травы, как таволговизолистные листья или цветы, лист малины и доник желтый. Данные травы смешиваются в соотношении 1 к 1, и из них готовится уже сбор. Мы берем столовую ложку данного сбора, разводим на 0,8 литра кипятка, наставим час, и вот этот объем весь выпиваем в течение дня за 3 приема. Вот данный сбор нужно пить не менее месяца. 1 или 2 раза в год, дальше уже по показаниям пациента нужно смотреть. То есть у большого количества мужчин кровь густая, и именно это приводит к инсультам. Поэтому здесь мы должны работать над разжижением крови. Конечно же, здесь я рекомендую такую процедуру, которая называется герудотерапия, пиявки. Я сам герудотерапией занимаюсь с 18 лет. И могу сказать, что это один из самых вообще потрясающих способов восстановить сосуды и восстановить текучесть крови. Конечно же, для того, чтобы восстановить текучесть крови, я также рекомендую соблюдать водно-питьевой режим, потому что большая часть людей, к сожалению, воду не допивает. Это 1,5-2 литра чистой воды. Также кровь разжижают хорошее количество овощей в рационе, ягод, зелени и фруктов. То есть вся живая еда, вся клетчатка, она способствует восстановлению текучести крови. А большое количество, даже так, избыток мясной продукции, он способствует именно загущению крови. Также на загущение крови очень сильно влияет употребление консервированной еды, колбас, сосисок и вообще той еды, которая в природе не существует. Вторая причина, почему же у человека образуется инсульт, связана с нарушениями в шейном отделе. Каждый третий пациент, который ко мне приходит на прием, имеет проблемы в шейном отделе. Сосуды шеи и сосуды головы сдавливаются, спазмируются, это нарушает кровоток и приводит к инсульту. Здесь все очень просто, поэтому я своих пациентов всегда отправляю к самому же себе на такую процедуру, как вакуумная терапия, отправляю к коллегам на массажи, сам ставлю иглы. Прошу пациентов начать заниматься гимнастикой, зарядкой, заниматься на таком тренажере, как Древмасс. Это не является рекламой, это такой мой личный опыт, то, что я вам рекомендую. То есть
любая вот такая подобная работа шеи будет восстанавливать кровоток головы. Я думаю, вы знаете то, что как бы на любой стресс у нас реагирует тело. И как будет тело реагировать? Плечи будут подниматься, и тело будет поджиматься. И представьте, если человек все время в стрессе находится, у него все время нарушен из-за этого кровоток головы. Поэтому, когда человек не умеет работать с темой стресса, он все время ходит с поджатыми плечами кверху, и это вызывает нарушение кровотока головного мозга. Третья причина, основная, связанная с инсультами, заключается в том, что в теле может идти вялотекущий воспалительный процесс. Именно в сосудах это мы можем увидеть по повышенному уровню гомоцистеина, специального показателя. Гомоцистеин должен быть не более 8, и по повышенному ферритину. И представьте, что идет воспалительный процесс, где-то сосуд, например, в шее или там в голове повреждается, туда сразу приходит бляшка, чтобы залатать вот это как бы место поврежденное, или там туда приходит тромб, потом появляется фибрин, и в итоге тромб может оторваться. То есть тромб тоже просто так не появляется. Чтобы появился тромб, в этом месте просто происходит повреждение, и вот в ответ на повреждение идет тромб. Поэтому очень важно просматривать свои анализы на отсутствие воспаления. По моему опыту приходит огромное количество пациентов, у которых идут вялотекущие воспалительные процессы. Это мы можем увидеть по показателям таким как СОЭ, ЦРБ, ферритин, гомоцистеин. То есть такие 4 показателя, на которые мы должны обращать внимание и которые не должны быть повышены. Потому что если они у вас повышены, то считайте, у вас где-то будет, возможно, появится какое-то повреждение в сосуде, туда может просто прицепиться тромб, прийти. Просто компенсаторно так организм, условно говоря, восстанавливает сам себя. Поэтому обращайте внимание на эти показатели, смотрите их не менее 2 раз в год, и тогда у вас все будет хорошо. Что же еще влияет на тему инсультов? Интоксикация. Это интоксикация и от паразитов, это интоксикация от тяжелых металлов, интоксикация от еды. Все это вызывает разрушение сосудов головного мозга. Поэтому здесь я рекомендую работать с темой детоксикации, с темой очищения организма. Я, кстати, относительно недавно в своем телеграм-канале про это очень много рассказывал. Если вы еще до сих пор не в нем, то обязательно подписывайтесь. Ссылочка будет внизу под видео. Там все посвящено теме оздоровления, очищения и полному восстановлению своего организма. Это мой авторский телеграм-канал, который я веду специально для всех вас, для того, чтобы вы приобретали ценные знания, как правильно восстанавливать свое здоровье, как следить за своим физическим телом. Какие существуют признаки такие первые инсульта? Здесь, конечно, по ним не очень правильно ставить диагноз, но обратите внимание на них. Во-первых, это появление тумана в голове, да, который очень часто появляется и никак не уходит. Это не значит, что если у вас появился туман в голове, это что у вас точно инсульт. Это, возможно, признак, на который стоит просто обратить внимание. Во-вторых, это какие-то постоянные головные боли, которые вы не лечите. То есть постоянное напряжение на уровне сосудов головы может привести к инсультам. Третье – это повышенное давление, либо покраснение лица, либо одновременно, когда у человека и давление повышено, и лицо красное. То есть представьте, у человека постоянно гипертония, и какое давление кровь оказывает на сосуды? Колоссальное. И если человек гипертонию свою лечить не будет на протяжении многих лет, да, там 5-10 лет, то это может просто привести уже к геморрагическому инсульту. То есть это придет к тому, что просто сосуд лопнет. Поэтому все гипертонии нужно стараться пролечивать вовремя. Ну и, конечно же, в целом излишнее тромбообразование в организме, появление, например, там тромбов в венах нижних конечностях тоже может нам как бы так намекать о том, что тромб может появиться в головном мозге. Поэтому здесь будьте аккуратны и занимайтесь профилактикой. Что я еще рекомендую вам для профилактики, для того, чтобы работать с кровью своей и с сосудами? Есть 2 замечательных добавки, это витамин С и рутин. Я их всегда всем своим пациентам назначаю курсом не менее 2 месяцев для того, чтобы укрепить сосудистую стенку, восстановить эластичность. Второе, то, что я рекомендую, разжижать кровь. Рецептом поделился. Третье, что я рекомендую, это свой уникальный авторский сбор, сердечно-сосудистый, который я специально составил для того, чтобы люди занимались профилактикой. Этот сбор и восстанавливает текучесть крови, и восстанавливает сосудистую стенку,
и восстанавливает работу сердца. Данный сбор сделан из трав по моей уникальной рецептуре. Ссылочка будет внизу под видео. Также у меня в магазине там есть большое количество сборов и для восстановления кишечника, для восстановления иммунитета, печени, почек, антипаразитарные сборы, лимфогонные сборы и много чего другого. Кому интересно, проходите. Также я рекомендую здесь своим пациентам, особенно старшего возраста, кому больше уже 60 лет, хотя бы 2 раза в год принимать такой БАД, как натокиназа. Это уникальный БАД, уникальная добавка. Это плоды бобов нато, которые очень хорошо восстанавливают текучесть крови. Большей части мужчины хотя бы 2 раза в год нужно данный БАД принимать для того, чтобы восстанавливать текучесть крови. Если вы все это будете делать, то я уверен, что инсульт обойдет вас и ваших родственников стороной, и у вас все будет хорошо. Друзья, обязательно данному видео ставьте лайк, сердечко, подписывайтесь на меня и делитесь этим видео со своими друзьями и родственниками, потому что я уверен, что данная информация многим может спасти жизнь. Напишите в комментариях свое мнение про инсульт, как вы к этой теме относитесь. Может быть, у вас какие-то есть истории, как вы восстанавливали своих родственников или как восстанавливались сами. Все это обязательно пишите, мне очень интересно это все будет почитать. Увидимся с вами в следующем видео. Всем пока-пока.